Aluştadan eskeni gelecek yüzüme orada. Balalığım geçkeni yerde göz yaşımı çöştü. Men bu yerde yaşalmadım, yaşlığıma doyalmadım, vitanıma hasret oldum, ey güzel karım. Лютфе Гафаровой 85 лет. Глядя в ее живые и полные любви глаза, трудно поверить, что за ними скрывается много боли, слез и испытаний. Она родилась в 1940 году в селе Чургуна близ Ахьяра. О своем селе она помнит лишь по рассказам матери. Очень хорошее село. Там протекает речка Чоргун. Там выращивали зелень, обеспечивали Севастополь. Но насладиться необыкновенной красотой и чистым воздухом родных мест Лютфе Гафаровой не удалось. Началась война, а затем самая страшная трагедия крымско-татарского народа – депортация. Пока отец защищал родину на фронте, его жену и 4-летнюю дочь высылали из Крыма. Когда закончилась война, все радовались, думали, что жизнь будет хорошая, радостная, заново люди будут обживаться. А нас еще хуже. Послали на смерть. Семья Лютфе Ханым, как и тысячи других крымских татар, была вырвана с корнем из родной земли. Но их путь отличался от пути большинства. Ее с матерью судьба забросила в бескрайние суровые просторы Урала. Они потеряли не только родину, но и всю свою большую семью. Все мои родственники, тети, дяди, они все, бабушки, все попали в Узбекистан. А мы с мамой попали только вдвоем на Урал, Марийскую ССР. Урал встретил Лютфе Ханым холодом, голодом и невыносимыми условиями жизни. Этих выпустили, тюремщиков, нас в этот барак, среди леса один барак стоит, и кругом лес. И с утра до вечера мамы, родители, женщины работали в лесу, чтобы готовить лес на сплав. По Волге пускали, когда Волга уже таять начинала в конце мая. А мы вот так бегали по болотам, собирали клюкву, чтобы нам кто-то угостил, кусочек хлеба дал. Теплой одежды не было. С утра до вечера работали в лесу женщины за 200 грамм вот этого черного хлеба. Чтобы прокормить единственного ребенка, мама Лютфе Ханым каждое утро вместе с другими женщинами уходила вглубь леса, валить деревья. Изнурительная работа и холод подрывали ее здоровье. А мамы до вечера там работали, придут опять холод везде. И даже невысушенные вот эта одежда, ватные брюки, куфайки, они опять утром уходили. И мама не выдержала. Вот это все заболело водянкой, простыла и умерла. В возрасте 9 лет Лютфе Гафарова осталась одна. Ее хрупкий мир рухнул, но впереди ее ожидали новые испытания. Ходила, плакала, никого нет, кому пожаловаться. Отец после войны, они приехали с другом в Севастополь, их не пустили сначала. Вот сказали, ваши родственники все родные в Узбекистане. Он женился, да, там на скорой работал. Приехала неродная мама и поехала, меня не отпускали, хотели в детдом отдать. Она поехала в центр в Ишкаралу, чтобы взять документы, чтобы меня отпустили. И вот она привезла меня в Узбекистан. В доме мачехи она не получала ни ласки, ни тепла. Девочка, пережившая столько лишений, столкнулась с равнодушием. Мачеха не приняла ее как родную дочь, а Лютфе познала истинное одиночество. Несмотря на это, девочка всегда стремилась к знаниям. Окончив 10 классов, она мечтала поступить в педагогический университет и стать учителем. Поступила даже в институт Низами, русская литература. Ни родная мама не пустила меня замуж, надо. И детсад меня взяли заводской и работала в старшей группе. Сиротство своем жалею, что я, мама живая была бы, я бы выучилась, учительницей хотела быть. Я очень мечтала быть преподавателем, учителем быть. Мне даже учителя давали проверять. Вот эти тетради все я проверяла.
Утешение она находила в пении. Я долго не держу обиды. Все мне люди хорошие, все родные. Я все время, хоть и думаю, быстро отключаюсь, пою, концерт ставлю на улице. Любила петь песни, все время пела. И в школе меня тоже ставили впереди, запевала, а все хором подпевали. Tağga vardım tal kesmege, taldı benim bileğim. Oynamasam em kulmesem yanar benim yüreğim. Oynamasam em kulmesem yanar benim yüreğim. Жила в сердце Лютфии Ханым еще одна неизменная мечта – вернуться на родину, в Крым. Скучали, плакали по родине. Все говорили, как возвратимся, мечтали увидеть Крым. Эта мечта стала реальностью в 1991 году. Сегодня Лютфия Гафарова, пережившая войну, депортацию, голод, потерю близких и жестокость чужих людей, купается в любви. Ее дом полон смеха и тепла. Вокруг нее любящие дети, множество внуков и правнуков. Она подарила жизнь 6 детям, создав ту самую большую семью, которой ей так не хватало в детстве. Старость счастливая, а детство очень тяжелое. Если бы не было депортации, жизнь была бы отличная. У меня были бы сестры, братья. И всех бабушек я видела бы, среди них росла бы. На своей родине я себя ощущаю, что я самый счастливый человек. И хочу прожить долгую, счастливую жизнь, увидеть всех правнуков, чтобы... хоть внуков у меня еще 9, не замужем, не женатые. Хочу их тоже увидеть. Будет у меня много правнуков. У меня Крым – это здравница, самое красивое место в мире.